Спустя более чем четверть века ситуация с морпортом начинает меняться. Круизные лайнеры снова будут посещать Сухумский морской порт. В скором времени теплоход «Князь Владимир» причалит к берегам Абхазии. «Князь Владимир» – комфортабельный девятипалубный полноценный плавучий отель, в котором есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха. На корабле могут разместиться почти 1000 туристов и 250 членов экипажа. На борту 360 кают, 4 бассейна с морской водой, спа-зона, 2 ресторана, кинотеатр, детская игровая комната и многое другое. Благодаря соглашению между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», подписанному в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, уже осенью этого года лайнер зайдет в Сухумский порт. Была создана совместная рабочая группа, которая на первом этапе поставила цели, необходимые исследования провести. Это инженерно-изыскательские работы, проектные работы. Эта работа проводилась в течение 2017-2018 года и была практически завершена. И уже в феврале месяце было подписано соглашение. Согласно утвержденному плану, у нас планируется заход тестовый в ноябре месяце при условии выполнения всех работ, которые запланированы. И в 2020 году в навигацию 2020 года круизного лайнера «Князь Владимир», это ориентировочно где-то с апреля месяца, будет включен порт Сухум как порт захода для круизного лайнера. Чтобы лайнер причалил в морпорт, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Акваторию очищают от мусора, проверяют, есть ли взрывоопасные предметы, а также проводят гидрологические исследования. Уже сейчас можно сказать, что дно акватории Сухумского порта в хорошем состоянии. На данный момент в акватории Сухумского морского порта установлена глубина – это приблизительно 5-6 метров, в зависимости от дальности от берега. Значит, планируется провести углубительные работы до отметки 7,7 метров. Также хотелось бы отметить ситуацию по поводу створных знаков. Вы можете видеть их, у нас здесь 2 на причале. Они были восстановлены, и в порте Сухум, значит, обеспечена дневная и ночная круглосуточная видимость. Нами были проведены гидрографические и геодезические виды работ. Значит, были составлены морские паспорта всех причалов и сооружений. Также был произведен подробный отчет рельефа морского дна акватории порта Сухум. Нужно отметить, что для безопасности швартовки и отхода судна госкомпанией «Абхазское морское пароходство» был приобретен морской буксир. Данный буксир оборудован всеми необходимыми средствами навигации, а также системами пожаротушения как в море, так и на суше. Мощность буксира составляет 2000 лошадиных сил, что позволяет нам беспрепятственно осуществлять все швартовые операции. Генеральный директор организации «Черноморские круизы» Виктор Глуховченко, приехавший в республику, чтобы обсудить вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портом Абхазии и Российской Федерации, посетил Сухумский морпорт и ознакомился с проделанной работой. Цель нашего визита – это обсуждение дорожной карты, которая была подписана в рамках соглашения о организации круизного сообщения в порт Сухум навигацию 2020 года. Мы осмотрели, что на данный факт уже сделано и что еще предстоит сделать. На данный момент видим, что створные знаки навигационные восстановлены, также отбойное устройство на причал навешено. Остается только закончить дноуглубительные работы. Круизный лайнер «Князь Владимир» будет заходить в Сухум в месяц 1 раз, а в будущем, возможно, и чаще. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.